Доброе утро, Якутия. Завершаем рабочую неделю вместе с «Утро Якутии». На календаре пятница, 25 августа. И в ближайший час мы с вами вместе будем узнавать что-то новое. Приготовим в том числе завтрак. Ну, а меня зовут Павел Танин, и этот день вместе с вами встречаю я. Собственно, о чем будем сегодня мы говорить? Сегодня, во-первых, побываем мы в цветочном царстве в гостях у Натальи Зориной, проживающей в Нижнем Бестяхе. Ждет вас и очередной розыгрыш пригласительных в кинотеатр «Центральный». Чуть позже озвучу вопрос, на который нужно будет первее всех ответить и получить два пригласительных. А сегодня также исполняется 110 лет со дня создания якутского отдела Императорского русского географического общества. В связи с этой знаменательной датой ожидаем в нашей студии председателя отделения Русского географического общества Александра Горохова. С гостей из Москвы, кандидатом педагогических наук, поговорим о новшествах в трудовом воспитании в школах и об изменениях предмета технология. Также поговорим с гостями, которые представят гастрономический фестиваль «Тот-фест». Ну и, как я уже говорил, одним из наших материалов будет приготовление завтрака, поэтому он достаточно будет простой, может быть, вместе с нами и приготовите. Не забывайте про наш телеграм-канал «Утро Якутии», ссылка внизу, QR-код левее для вас, для меня правее. Можете его отсканировать при помощи смартфона и попасть прямиком на наш канал телеграм, в котором также интересные материалы всегда публикуются, даже те, которые в эфир не попадают. Ну и тоже хорошая новость для любителей смотреть наше телевидение на ходу. Наше приложение НВК Саха обновилось, так что обновляйте его, скачивайте со своих приложений, в которых размещаются все. Можно скачать приложение, смотрите прямой эфир прямо с телефона и читайте в том числе новости. Вот, допустим, сейчас уже нужно выходить на работу, от экрана не оторваться. Приложение вам в помощь. Ну а по традиции начнем наш эфир, конечно же, с информации о погоде. По данным Гидрометцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от -3 до +9. В заречной группе от +5 до +8, в южных районах от +1 до +2. В Вилюйской группе улусов от +3 до +6, в Нижнеленских от +3 до +8, в западных от +2 до +9. В Колымо-Индигирской группе улусов от 5 до 8 градусов тепла, в Янских районах -2, +2. На северо-западе от 10 до 15 градусов со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра была +8 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер западно-юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице региона ожидается без осадков, ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем поднимется до отметки максимум +20 градусов. Ну а далее предлагаю заглянуть в наш календарь знаменательных дат и событий сегодняшнего дня. На календаре 25 августа. Сегодня отмечают День «Поцелуемся и помиримся», День гардероба секонд-хенд, День бананового сплита. В Испании проходит битва томатов. По народному календарю в эту дату чтут память мучеников Аникиты и его племянника. В деревнях и селах в этот день занимаются уборкой и ремонтом хозяйственных нежилых построек. В этот день пол принято подметать веником из вереска. Считается, что он изгоняет нечистую силу. Ясная и теплая погода предвещает хороший урожай белых грибов. События в этот день. В 1609 году Галилео Галилей продемонстрировал первый в мире телескоп. В этот день состоялся первый полет самолета Ан-51. В этот день из Горького в Казань отправился первый советский корабль на подводных крыльях «Ракета». А в 1973 году был сделан первый снимок томографом. Состоялась выставка Александра Попова на Гоголевском бульваре, которая положила начало новому типу уличных выставок-акций, ставших неотъемлемой частью культуры 70-х годов. В 1997 году был основан российский государственный телеканал «Культура». В этот день родились. В 1530 году родился Иван IV Грозный, первый русский царь в период с 1547 по 1584 года. Георгий Данелия, советский российский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР. Шон Коннери, английский и американский актер, продюсер, лауреат премии «Оскар». Маргарита Терехова, российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка, Россия. Сергей Соловьев, советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист России. В этот день родилась Клаудия Шифер, немецкая супермодель и актриса, общественный деятель.
Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Федор, Теодор, Степан, Симон, Сергей, Сава, Петр, Николай, Михаил, Матвей, Леонид, Илья, Иван, Ефим, Дмитрий, Герман, Вячеслав, Василий, Аркадий, Антон, Алексей, Александр. Сегодня, 25 августа, исполняется 110 лет со дня создания якутского отдела Императорского русского географического общества. И сегодня в нашей студии Горохов Александр Васильевич, председатель отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. Александр Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, со знаменательной датой вас я поздравляю. А во-вторых, ну, конечно же, хотелось бы, вот мы говорим о том, что вот 110 лет назад создалось общество отделения. Расскажите об истории создания. Да, действительно, в 1908 году губернатор Крафт и 50 прогрессивных членов интеллигенции тогда Якутской области обратились в правительство тогдашней Российской империи о создании отдела Императорского русского географического общества на нашей территории. И вот 5 лет прошло с тех пор, и кропотливые работы, переписки. И 23 августа 1913 года было создано решение правительства Российской империи, наше отделение Всероссийского императорского русского географического общества. Вот сегодня, я смотрю, вы не с пустыми руками, скажем так, пришли. Я так понимаю, поздравления уже приходят с датой знаменательной. Хотел бы, во-первых, поздравить всех членов нашего общества. И наш руководитель Сергей Кузьмич Шойгу прислал нам такое очень емкое поздравление, в котором отметил то, что наше общество является одним из таких передовых в целом по Российской Федерации, отметил наши самые значимые наши проекты и отметил то, что является наше отделение одним из лучших и сильных территориальных структур общества и желает нам дальнейшего творческого успеха в нашей деятельности и конечно же, передает поздравления всем членам общества, всем неравнодушным к нашей деятельности и всем нашим соратникам. Также я хотел бы сказать о том, что в 2018 году наше отделение было отмечено серебряной медалью. Вот, кстати, она, да, я насколько понимаю. Да, вот на серебряной медалью Русского географического общества было вручено нашим президентом в штаб-квартире Русского географического общества в 2018 году в Санкт-Петербурге. И, конечно же, это итог большой работы всех наших членов, всех наших партнеров, тех, кто поддерживает нас. Я считаю, что действительно, наверное, та работа, которая большая проводится в целом, была отмечена вот этой медалью, серебряной медалью Русского географического общества. Ну вот говоря как раз про успехи, с какими успехами к сегодняшней дате, к сегодняшнему юбилею, в конце концов, наше отделение подходит? Наша деятельность, она очень разнообразна. Здесь не только экспедиционная деятельность традиционная, здесь и образовательные наши проекты, здесь и просветительская деятельность наших членов общества, здесь и издательская деятельность. Из экспедиционной деятельности я хотел бы отметить, конечно, то, что в наших рядах есть очень выдающиеся наши члены общества, которые организуют и проводят эти экспедиции. Находкин Николай Александрович, который организовал очень, вот, кстати, да, вот видите эти кадры создания нашего отделения. Вот Находкин Николай Александрович, это остров Бенетта, на катамаранах наши экспедиционщики дошли до острова Бенетта на Северном Ледовитом океане. Очень получив широкую известность, проект нашего общества – это переход на конных лошадях от полюса холода Омикрона до города Москвы. Вот видите кадры Дуидан
и винокуров доходит до города Москвы, и там участвуют в ЭСЭХе в Коломенском городе Москве. Одним из наших таких проектов является именоречение географических объектов. Вот на кадре вы видите Георгий Цепанин и его друзья, коллеги, альпинисты поднялись на вершину Сантар-Хаята. Этот проект очень значимый. Еще в 2000 году было совершено восхождение на пик, безымянный пик Сантар-Хаята, названо именем Кулаковского. И мы сейчас проводим работу, чтобы довести до логического конца эту работу. И все-таки на карте появилось официально название пика Кулаковского. Также были проведены восхождения в прошлом году и нынешнем году. И названы пики в честь основоположников нашей республики Амосова, Аюнского, Барахова, Ржакова. Один из таких тоже значимых проектов популяризации нашей республики, нашей истории – это фестивали Русского географического общества в городе Москве. Вот видите, в прошлом году был проведен такой фестиваль в парке Зарядье. И очень символично, что якутская УРСА стоит прямо около Кремля. И Алексей Сергеевич, который является руководителем нашего попечительского совета, конечно, очень сильно поддерживает всю нашу деятельность. За что большое спасибо ему. Без такой поддержки, конечно, было сложно добиться каких-то результатов. И 60 тысяч человек посетили нашу экспедицию, в которой мы рассказываем про нашу республику, про наши достижения в целом по нашей республике. Одним из таких тоже проектов является издательская деятельность, о чем я уже говорил. И в прошлом году мы выпустили к 110-летию нашей республики 3 больших книги работы. Это посвящено нашей истории и нашим топонимам. По проектам Алсиба, то, что проводится с Министерством обороны совместно, обследование аэропортов. И я думаю, что вот эти все проекты, которые мы проводим, я только часть о них рассказал. Да, но история большая, к сожалению, эфирное время не позволяет перечислить все. Но в любом случае желаю дальнейшего развития отделению. Ну а мы сейчас прервемся на короткую паузу, после которой вернемся и продолжим эфир. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В России расширили список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В одном случае речь идет о дополнительных лекарственных формах для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Один из препаратов применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Еще один препарат врачи назначают для лечения взрослых и детей, страдающих фениллектотурией. Появится и новая лекарственная форма в обновленном списке Минздрава, а также оказался обезболивающий препарат и один иммунодепрессант. Грядущий отопительный сезон обсудила правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера Дмитрия Садовникова. Для надежного прохождения отопительного периода готовят 1160 котельных, более 4000 километров тепловых сетей, а также более 140 дизельных электростанций. Зампред отметил, что есть риски не получить паспорт готовности у 15 муниципальных образований. Для этого районам необходимо вовремя устранить предписания надзорных органов, ну а между тем отопительный период уже начался в 5 арктических районах. На сегодня процентная готовность котельных составляет 89, то есть подготовлено 1001 котельная, также порядка 4000 тепловых сетей. Процентное соотношение у них готовности также более 90%. На сегодняшний день действительно существуют некоторые проблемные моменты, но они решаются в рабочем порядке и ведут под контролем.
Айсен Николаев поручил правительству республики увеличить до 75% надбавки к окладу молодым специалистам с педагогическим стажем до 3 лет. Также глава обратил внимание на то, что правительством утвержденный порядок предоставления адресной помощи всем молодым педагогам, заключившим договор 3-летней работы в государственных и муниципальных образовательных организациях. Молодые специалисты будут получать подъемные в размере 3 ежемесячных окладов, а также оплату проезда к месту работы. В республике продолжится и проект «Учителя Арктики», по которой с 2020 года в образовательная организация арктических районов трудоустроен 181 молодой специалист. Количество аварий по вине начинающих водителей возросло почти на 40%. Вместе с тем выросло и число погибших и получивших травмы людей. Только за этот год на территории республики зафиксировали 29 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем вождения меньше 2 лет. При этом погибли 6 человек и 43 получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция отмечает, что за текущий год проведено более 30 тысяч экзаменов, из которых с первой попытки сдали только 5500 человек. Ну а в преддверии Дня российского кино, который отмечается 27 августа, глава республики Айсен Николаев встретился с представителями киноиндустрии, с теми, кто кино производит и занимается его прокатом. Ежегодно в Якутии снимают и выпускают в прокат множество картин. Онлайн-кинотеатры с удовольствием берут фильмы якутских режиссеров на свои площадки, а иностранные прокатчики показывают в кинотеатрах за пределами страны. В ближайшее время в Якутске откроют кинопавильон полного цикла, который позволит не только снимать кино, но и осуществлять весь постпродакшн. Ну а на встрече говорили о проблемах киноиндустрии и их решении. Для нас, вот для производителей, да, которые мы делаем, которые делают кино, конечно, нам повезло, что как бы все для нас делается сейчас. Условия создаются, и это все как бы для нас дает как бы какие-то ответственность, да, для будущего нашего якутского кино. Это «Утро Якутии». Самое время, мне кажется, перекусить, позавтракать, быстрый, сытный и очень вкусный перекус на скорую руку приготовить. Бутерброды с ветчиной выручают в любой ситуации. Ими вкусно завтракать, перекусывать между своими основными приемами пищи, брать с собой на работу или прогулку. А дополнение в виде овощей делает их еще и полезными. Доброе утро. В рубрике «Полезный завтрак» мы сегодня готовим бутерброд с ветчиной. Поехали. Для этого нам понадобятся сливки или молоко. В нашем случае это сливки. 2 куриных яйца. Одно у нас пойдет на замазку для хлеба. А второе мы сварим яйцо 5-минутку. Почему оно так называется? Потому что в кипящую воду мы опускаем яйцо, засекаем ровно 5 минут, и у нас получается идеально готовый белок и жидкий центр. А пока готовится наше яйцо, мы обжарим хлеб. Так, в нашу замазку мы добавили уже сливки, яйцо, немного перца, чуть-чуть соли для вкуса. И пока разогреваем нашу сковородку. Взбиваем замазку. Берем хлеб, можно взять любой, ржаной, пшеничный, тостовый, какой угодно. У нас это хлеб, приготовленный с добавлением сливочного масла. Добавляем растительное масло и обжариваем по 2 минуты с 2 сторон. Пока мы готовили наш хлеб, яйцо, 5-минутка, так называемая, уже сварилось. И даже не разрезая его, можно по нажатию понять, что там идеально жидкий центр, но в то же время готовый белок. Вот до такой золотистой корочки мы обжариваем хлеб. Пока он жарится со второй стороны, подготовим 2-3 слайса огурца, пара помидор черри, конечно же ветчина, микс салата и соус. В нашем случае это творожный сыр. Приступаем к сервировке. Первым у нас пойдет соус, а точнее творожный сыр. Дальше салат. Можно взять любой: рукколу, шпинат, ромейн, айсберг. Какой больше нравится. Немножко ветчины, пару слайсов огурца, помидоры черри. Разрезаем наше яичко, и блюдо готово. Приятного аппетита!
Сейчас немножко прервемся, после чего, вот буквально коротенькая пауза, меньше минуты, а будем после этого разыгрывать, кстати, уже билеты. Оставайтесь с нами. Ну, как и обещал, сейчас будем разыгрывать вот эти замечательные пригласительные, каждый на одну персону, но оба пригласительных попадут в одни руки. Что для этого нужно сделать? В первую очередь подписаться обязательно на наш телеграм-канал, внизу ссылка, вот там QR-код, сканируете его смартфоном своим и попадете прямиком в телеграм-канал, нажмете подписаться, все у вас получится. Почему? Потому что вопрос будет опубликован в телеграм-канале, в комментариях нужно оставлять правильные ответы. Кто это сделает первым, тот и 2 пригласительных себе заберет и уже, возможно, завтра пойдет наслаждаться каким-то кинофильмом в кинотеатр «Центральный». А вопрос звучит сегодня следующим образом. В каком году в Якутске был зафиксирован самый теплый январь? И назовите также среднюю температуру января в этом году. Еще раз повторю, в каком году был зафиксирован самый теплый январь в Якутске и какая средняя температура января тогда составляла. В Телеграме вот этот вопрос появится, так что готовьте, напрягайте извилины и боритесь, потому что вот 2 замечательных пригласительных от кинотеатра «Центральный» в кино в выходные, это, мне кажется, будет замечательно. Ну а если кино вам не по душе, то до 30 сентября у жителей и гостей столицы все еще есть возможность посетить выставку Ивана Шишкина в Национальном художественном музее. Сегодня разберем его одну из самых узнаваемых работ «На даче». Картина «На даче» или другое ее название «Около дачи» – одна из известнейших в творчестве Ивана Ивановича Шишкина, написана автором в 1894 году. В этой композиции мы видим, опять же, любимое время суток Ивана Ивановича Шишкина. Это жаркий летний полдень. И художник изображает красивую березовую рощу. В центре же композиции он помещает молодую барышню, девушку, в белоснежной блузе и темной юбке, которая аккуратно примостилась на лавочке. В руках у нее розовый зонт, но этот зонт, конечно же, нужен ей не для того, чтобы укрыться от дождя, а чтобы сберечь нежную девичью кожу от палящего солнца. И среди густых деревьев на заднем плане мы видим небольшой водоем, который добавляет ощущение прохлады и свежести в этот жаркий, знойный день. Высокие березы на переднем плане отбрасывают густые тени. И сама задумавшаяся девушка, погрузившись в мечты, и окружающая природа передают ощущение тишины, спокойствия и слияния с окружающей природой. Интересно, что эта картина была представлена в 1898 году на выставке, которую инициировала Казанская художественная школа. И в экспозиции выставки были представлены не только работы Ивана Ивановича Шишкина, но и других преподавателей Императорской академии художеств. Эта работа и другая «Полянка» так понравились жителям города Казани, что власти города обратились к самому Ивану Ивановичу Шишкину с личным обращением, в котором просили его передать в дар городу эти 2 работы. И Иван Иванович Шишкин пошел навстречу своим землякам. По печальному стечению обстоятельств 8 марта 1898 года художник отправил в телеграмму, в которой выразил согласие на передачу этих 2 произведений в дар городу Казани. И, к сожалению, именно в этот день художник ушел из жизни. И эта картина «На даче», или опять же в другое ее название «Около дачи», по праву считается одной из жемчужин в коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Сейчас же у жителей и гостей города Якутска есть уникальная возможность прийти на выставку «Иван Шишкин. Живопись и графика» и увидеть это произведение своими глазами. В эти дни в Якутске проходит традиционное августовское совещание работников образования. И с одним из приглашенных гостей этого совещания, Логвиновой Ольгой Николаевной, кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником лаборатории профессионального образования Института стратегии образования из Москвы, мы сегодня поговорим. Доброе утро. Здравствуйте. Говорить будем, наверное, про технологическое образование. Так понимаю, это ваша тематика, и поэтому сразу же вопрос, потому что в эти дни обсуждается очень много именно изменения стандартных образований и так далее. А какие изменения коснулись технологического образования?
Ну, вы знаете, что технологическое образование сейчас предмет номер один в школе. Я когда такое говорю, все начинают улыбаться, потому что все привыкли, что труд, музыка, физическая культура как-то в конце списка. Как рядом стоящие. Да. А на самом деле о технологическом образовании еще в 1998 году, когда трудовое обучение назвали технологией, это был инициатор Петр Леонидович Шатутов, он сказал, что именно технологическое образование имеет высокое социальное значение для формирования инженеров для нашей страны. И вот с тех пор концепция его внедряется, внесены были ряд изменений. И, как вы знаете, о технологическом суверенитете нашей страны говорим уже не первый год, да, можно сказать, уже десятилетие. И в связи с этим в Российской академии образования в 2016 году, а затем же Агентство стратегических инициатив в 2018 приняли новую концепцию, где были заложены основы тех изменений, которые вот уже внедрены в 2022-2023 учебном году. То есть написана новая рабочая программа. Вот. Это не быстро произошло, как вы видите, постепенно, но задачи стояли глобальные перед всей нашей страной, перед объективные, цифровизация экономики. Да? Поэтому нужно было ввести новое содержание. И вот новое содержание связано с тем, что введена робототехника, компьютерная графика, 3D-моделирование, прототипирование. В массовой школе, в общем-то, ни в одной стране в мире, мы это специально мониторили, еще нигде не введено. То есть точечно в каких-то лицеях, инженерных классах так, отобранные дети собираются, их специально обучают определенным компетенциям. Факультативным таким форматом. А То у есть нас, сейчас речь идет, извините, что перебиваю, да, сейчас речь идет о том, чтобы массово внедрялось по единому стандарту какому-то. И какие, грубо говоря, назовем их уроки труда, да, как раньше называлось, это же в принципе оно и есть. Вот, что в этот стандарт сейчас будет включено и чему дети уже будут как бы не по желанию, скажем так, да, обучаться, а массово? Ну, во-первых, остаются все эти технологии обработки материалов, то есть работа руками, работа электрифицированным инструментом, затем работа на станках с ЧПУ, работа по сборке, конструированию и программированию роботов. Я подчеркиваю слово «работа». Мы учим детей трудиться, прививаем любовь к труду и растим не потребителя, а производителя. Человека, который действует, деятельный, умеет придумывать, умеет свои идеи воплощать. Вот основная задача технологии, наверное, даже в этом. Да? Человек труда. А уже потом все эти компетенции, которые являются нужными ему и в жизни, и в профессии, и во всех сферах, где он будет работать с цифровой электроникой, с какими-то устройствами на работе, либо придет в супермаркет и сможет самостоятельно через современный терминал воплотить свои покупки. Это же все в одном, так скажем, поле, в одном пространстве цифровой экономики, в которой мы существуем. Конечно же, особое внимание уделяется черчению и компьютерной графике в компасе, то есть в тех программах, которые уже используют инженеры. Конечно же, посыл технологического образования, подготовка инженерных кадров в стране, он остается, он приоритетный. Человек труда и человек мыслящий, умеющий производить, умеющий работать. Вот говоря про инженерное, да, воспитание инженерных кадров, скажем так, вот пока технологического образования, скажем так, оно отсутствовало, потому что, к примеру, я в школьные годы, я его уже не застал, хотя в школу пошел как раз конец 90-х и так далее. А можно ли как-то сказать, что очень сильно, уже мы говорим, наверное, про высшее образование, очень сильно просело выпуск инженерных кадров, или, может быть, их качество за счет того, что не было технологического образования? Здесь сложно сказать. Я думаю, проблема, конечно, комплексная. Технологическое образование, в 90-е, да, была у нас, конечно, такая анархия. Потом вводится у нас в ВУП, федеральный учебный план. Все как-то приводится в порядок в стране, да, в конце 90-х, начале 2000-х. Затем у нас в ГОС стандарт, и в этом стандарте уже технологии четко заявлены как предметы с 2010 года. То есть мы отработали 12-14 лет уже по старому
нет, получается 11 лет, в 2021 году обновленный в ГОС. Но это у нас законодательно было прописано, что обновляется в ГОС каждые 10 лет. Это связано с развитием экономики, с изменением Технологии, изделий. опять же, Да. появляются. И, естественно, внесены изменения в ряд предметов, и в математику, и в историю, вообще сознание, вы знаете, в физику внесены изменения, в биологию, не только в технологию. Но наиболее радикально содержание поменялось, конечно, в технологии. Это примерно треть обновленного содержания, но не более. То есть черчение было всегда, да, только у нас еще добавилась компьютерная графика, обработка материала была всегда, но вот сейчас еще робототехника. Ну, опять же, станки с ЧПУ, которых раньше и не было. Да. Ольга Николаевна, спасибо большое за, действительно интересная беседа, потому что, как бы, мне кажется, технология, все-таки технологическое образование, оно в школьный год должно присутствовать. Я даже вот на себе могу прочувствовать, у меня его не было, и иногда тяжело в жизни приходится. Ну, удачи вам в вашей работе, хорошо пусть пройдет совещание августовское, ну, а мы продолжаем. Одно из самых красивых украшений крыльца, балкона, террасы и территории дома — петуния в кашпо. Высаженная в монокультуре или в композиции, она неизменно притягивает взгляды и заставляет восхищаться. Однако для того, чтобы красота сохранялась как можно дольше, посадку необходимо делать по определенным правилам, а затем правильно поливать растения, подкармливать и обрезать. У героини нашего следующего материала, Натальи Зориной, самый большой сад из петуний и ее видов. Юлия Михайлова побывала в гостях. Ну вот сейчас мы попьем чаю. Как это приехали в гости и уехать без чая? Так не бывает. Проходите. Да, Такой красивый. тортик телеканалу Якутии 24 от Наташи и Петуньи. У меня такая кличка. Здорово. Вот это да. В первый раз нас встречают вот с таким именным тортом. Да. Спасибо большое. Вот так нашу съемочную бригаду встретила героиня нашего телепроекта. Мы вам покажем Наталья Зорина. Она, как и многие садоводы, очень любит петунью за красоту и неприхотливость. Но в таких огромных количествах этот цветок растет только у нее. Одна из первых среди садоводов Якутии начала выращивать сорт петуний тайдал. Здесь 16 кашпо, мисок на 11,5 литров. Я могу вам показать. Вот. И здесь по 2 кустика в каждой миске, потому что это микс. Альбертина и Антуанетта. Это все начинается с рассады. Рассаду я начинаю сеять в марте месяц. Где-то примерно, сама смотрю по погоде, как у нас. И все, я начинаю в рассаде выращивать. И если вижу, что что-то пошло за грани горшочка, я начинаю ее, естественно, прищипывать. Оставляю в ней в пазухах. Из пазухов потом начинают идти свежие листики. Когда я сажу в рассаде, я очень сильно кормлю, когда она примерно сантиметров 10 в горшочке. Я кормлю азотным удобрением, где находится 70%. Это мочевина. 10 грамм на 10 литров развожу и обильно поливаю. Как я вижу, что у меня большой объем зелени, я начинаю фертикой кристаллон. Потом для цветения обязательно нужно калий. Это монофосфат калия. Я покупаю Агробал торф синий. 70 литров, в мешке есть, если по 25, и 1 к 1 с черноземом делаю. Наталья знает по опыту о многих секретах выращивания петуний. Весь ее сад утопает в нежных облаках этого растения. Из одного семечка вырастает целая клумба. Здесь я дала маленький объем, здесь 11,5 литров, но он может и в 60 сидеть, и в 80. 80 он будет еще краше. Ее черенковать можно, да? Ее можно вот в корневин обмочил и в таблеточку вставил, и все. Все, пойдет. Цветочная кутерьма у Натальи начинается ранней весной. Весь дом превращается в огромный полигон для посева рассады. Помимо петунии, Наталья любит и домашние цветы, особенно бегонию. Это разновидности бегонии вообще. Здесь сидит, вот сорт забыла я и не вспомню. Ну, в общем, как беликония она. Она свисает вот такими вот гроздьями. Здесь огонек, вот такая красивая махровая. И вот такая белая. Это пендула.
Наша героиня с детства проживает в Нижнем Бестяхе. Это поселок городского типа, с недавнего времени административный центр Мегино-Кангаласского района. Своим трудолюбием и искренним желанием поделиться знаниями о своем увлечении завоевала заслуженное уважение земляков и единомышленников. Юлия Михайлова, Джулустан Иннокентьев, Нижний Бестях. А прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы, после чего вернемся и продолжим эфир. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. Россия за 7 месяцев увеличила производство БАДов почти на 17%. В июле в годовом выражении производство подскочило почти на треть, но по сравнению с июнем этого года сократилось на 4%. Причем темпы ежемесячного отставания замедляются. К примеру, в мае по сравнению с апрелем разрыв составлял 13,4%. Рабочая комиссия осмотрела плотину на озере недалеко от села Чурапча. Там прошлой весной в бассейне реки Таты сложилась напряженная гидрологическая обстановка. Вводили режим чрезвычайной ситуации. Была угроза подтопления населенных пунктов Татинского района из-за большого напора воды. Повреждено гидротехническое сооружение в селе Кыи. Оно построено в 2008 году, имеет 2 шлюза-регулятора. В данный момент объект непригоден для работы. Рабочая комиссия проверила состояние плотины. Было, значит, в прошлом году капремонт, водопропускное сооружение. Мы, значит, проводили работы в рамках технического задания по улучшению бетонного сооружения. Вот. В этом году рассматривается вопрос по либо частичной реконструкции, либо же капитального ремонта этого сооружения. А в прошлом году сумма какая была? В прошлом году сумма была около 9 миллионов. Гранты ученым выдадут по новым правилам. Решение о продлении грантов на крупные научные проекты Миноборнауки будет принимать только после рекомендации экспертного совета. В него войдут представители от Миноборнауки, других ведомств, а также от Российской академии наук, не имеющие личную заинтересованность в проекте. Специалисты оценят результаты проекта, перспективу получения новых достижений и социально-экономический эффект от дальнейшей реализации. Учтут также и организации, заинтересованные в результатах проекта, если они имеются. 36 лучших педагогов-наставников получат стипендии главы Якутии по 100 тысяч рублей. Денежное вознаграждение за плодотворную работу в введении и распространении эффективных методик назначают путем конкурсного отбора. Так, претенденты на премию проходят несколько этапов. Сначала наставника-педагога выбирают внутри образовательного учреждения. Далее его работу оценивают в УЛУСной и республиканской комиссиях. И только после этого начинается народное голосование. И тот работник, который набрал больше всех голосов, получил народное признание, станет лучшим наставником-педагогом. Торжественное вручение премии главы республики намечено на День учителя. На втором этапе мы будем отбирать уже кандидатуры, то есть отбирается одна кандидатура от муниципалитета, которая будет участвовать в очном голосовании. И вот 5-го, в День учителя, наш глава республики в торжественной обстановке вручит премию главы в размере 100 тысяч рублей. Мы считаем, что эта инициатива очень востребована, и она поддержит престиж нашей учительской профессии. Учитель — это не только учитель общеобразовательной школы, это может быть педагог дополнительного образования, это может быть педагог-мастер профессионального образования, преподаватель высшей школы. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и до встречи на нашем телеканале. Утро Якутии мы продолжаем, и хотелось бы напомнить про наш розыгрыш, и точнее напомнить вопрос, потому что поступают ответы, но ответы немножко дают понять, что вопрос немножко вы не поняли, потому что многие называют прям конкретный день и так далее. Наша задача ответить, в каком году в Якутске был зафиксирован самый теплый январь.
не день в январе, а конкретно вот все 31 день. Они составили среднюю температуру месяца. И какая же, собственно, средняя температура января в этом году была? Вот на что нужно ответить. Времечко у вас еще есть. В Телеграм все спешите, отвечайте, и все у вас получится. 2 пригласительных центральных вы получите. Ну, а мы двигаемся дальше. С 26 по 27 августа в парке активного отдыха Урдел пройдет фестиваль «Тот-фест» в рамках серии городских гастрономических фестивалей «Вкус Якутии» в Якутске. Сегодня в нашей студии Громов Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ГАУ Республики Саха-Якутия, агентства развития туризма и территориального маркетинга, а также Васильев Алексей Николаевич, генеральный директор парка активного отдыха Урдел. Доброе утро. Доброе утро. Ну и первый же вопрос, концепции, основные вообще идеи вот «Тот-феста». Слово «тот самый», чтобы все наши жители Якутии, в том числе и гости, запомнили именно тот самый фестиваль. Это первый гастрономический фестиваль крупного формата в точке притяжения парке активного отдыха Урдел. Тот также по-якутски переводится как «сытый». Соответственно, там будет сытно, вкусно, ну и удивительно, потому что туризм — это история про впечатление. Почему и откуда у нас появилась идея создать серию гастрономических фестивалей в рамках фестиваля «Вкус Якутии»? Это то, что вот даже Иннокентий Иннокентьевич Тарбахов изучил и подарил нам, жителям Якутии, нашу уникальную кухню. Он научил нас, как эти блюда готовить и как их использовать в повседневной жизни. Но даже на нашем национальном празднике ИСЭХ мы за деньги, обычные жители Якутии, покупаем еду и кухню других народов мира. А когда как у нас есть своя богатая кухня. Поэтому задача всех этих фестивалей сделать так, чтобы якутская кухня стала фестивальной и уличной, помещающейся на одной руке. Здорово. И особенно понравилось вот ответ про название фестиваля, что да, такая игра слов получается. Ну, для тех, кто знает якутский, как бы сытый фест, и опять же тот самый фест. Тот фест — это вам не те фесты, да. Скажем так. А какие мероприятия, выступления запланированы в рамках этого фестиваля? Это будет дневное разные выступления шеф-поваров, там активностей. И завершит вечер это концерт. Ну, концерт будут сборный, поэтому там различные виды, ну, артисты разные будут, да. Кроме этого, параллельно с Тот-фестом в настоящее время идет фестиваль деревянных скульптур в парке активного отдыха. Это международный конкурс. 2 команды из Монголии, 10 команд. В общем, здесь разные мастера наши, именитые якутские команды. И в завершении 27-го там тоже будет завершение этого конкурса. Это будет это традиционный конкурс уже 2-й год. И, значит, это сейчас можно это наблюдать за процессом, да, создания шедевров из 2 бревен. Ну вот я так понимаю, все-таки фестиваль, в рамках него пройдет конкурс, конкурс еды непосредственно. Да, все наши рестораторы, партнеры, которые будут участвовать в нашем фестивале, будут готовить новое свое видение якутской и северной кухни, используя только локальную продукцию. Ведь очень важно, у нас цель сельского хозяйства в чем? Именно для того, чтобы у людей появилась еда на столе. И поэтому используем местные продукты, особенно как раз сейчас уже осень, много овощных, открытого грунта, закрытого грунта уже нам доступны. Плюс еще ягоды у нас сейчас уже подоспели. Все это можно будет попробовать. Например, шеф Николай Атласов приготовит целую тушу оленины на вертеле. Компания Йети Бургер, это мархинская свинина, приготовит много разных интересных новых блюд, в том числе и знаменитые бургеры Йети. Помимо этого, параллельно будут идти у нас конкурсы на самый большой овощ, самый большой кабачок. Сейчас кабачковый буллинг начинается. И на быстрое поедание хатарбе. Что такое хатарба? Это у нас в фудтраке Сыпсап. Попробуйте, в центре города есть, но на фестивале уж точно попробуйте. Ну и плюс поросячьи бега. Это интересно. Мне вот про кабачковый буллинг понравилось. Я так понял, что выберут человека, которому подарят большой кабачок. Ну, скажут, домой возьмешь там. Да, помимо этого у нас там будут конные походы с Дугуйданом Видокуром. Это парень, который смог с полюса холода до Белокаменной на якутских лошадях дошел.
как общаться с лошадью, это будет его тематика. Приходите, посмотрите и познакомьтесь с Дугайданом. Ну вот, кстати, хотелось вернуться к деревянным скульптурам. Я так понимаю, на территории парка сейчас проходит этот конкурс, а потом вот эти скульптуры, они останутся на территории парка. Да, И это, даже конечно, участники. остается. Вот интерес в таких конкурсах, что это увеличивает арт-объекты в нашем парке. И каждый город, житель города, гости города будут любоваться, приходить и так далее. Но самое интересное сейчас вот надо наблюдать процесс, да, как из двух бревен создаются такие шедевры, очень красивые, интересные арт-объекты. Ну, парк Юрдел проводит не только такие деревянные скульптуры, это ледовые скульптуры, это традиционно уже 3-й год будет. И в следующем году у нас же Дети Азии, значит, в июне месяце уже мы планируем там уже региональный конкурс деревянных скульптур уже с участием более 10, там 15-20 команд. Поэтому такие мероприятия, которые организуются парком Юрдел, там призовой фонд в этом году 460 тысяч каждому участнику и победителям, денежные призы и так далее. Ну, мы поддерживаем такие мастеров там различной направленности. Планируем еще и по металлу, по бетону. Ну, это делается для того, чтобы в парке было большее количество арт-объектов, которые будут стоять, да? Радовать глаз. Круглый год, да, радовать глаз, показывать мастерство наших мастеров. Я бы хотел также добавить то, что действительно, благодаря моим коллегам, которые работают в сфере туризма, мы меняем текущее пространство, меняем поведение людей, мы меняем, делаем мир таким здесь и сейчас, меняем мир, чтобы он был удобен для жизни сегодня. И помимо этого стоит отметить то, что парк Юрдел в прошлом году посетило более 370 тысяч человек, что... Почти весь Якутск. Почти весь Якутск, теоретически, как статистика показывает. Это сделало на сегодняшний день, это является самой притягательной точкой притяжения в Якутии, поэтому официально Юрдел парк признан достопримечательностью Якутии. Ну, у нас, к сожалению, время беседы заканчивается, поэтому коротко хотелось бы спросить о дальнейших планах вообще вот развития, связанных с развитием туризма в Якутии. Ну, парк Юрдел делает сейчас мастер-план и инвестиционный проект. То есть все зоны и так далее, дороги, мафы, объекты. Сейчас мы спроектировали, допустим, концертно-банкетный зал, детский центр и ресторанный комплекс, различные интерактивные зоны. И, конечно же, будет лестница для пешеходов с конечной 18-й до сопки, да? И, значит, это будет... Мы сейчас уже работаем с федеральными экспертами, чтобы вот этот инвестиционный проект были презентованы в различных площадках России. Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Всех приглашаем посетить в эти выходные тот фест в Юрдел, правильно будет, парк. Ну и вам спасибо. Пусть фест пройдет замечательно. Свои цели вот именно по развитию якутской кухни, да, чтобы она была более массово заполняла, пусть все исполнится. Ну а мы готовы подвести итоги розыгрыша нашего конкурса. Помню, вопрос был, в каком году был самый теплый январь, не день в январе, а январь, и какая температура была. Вопросов много, многие какой-то конкретный день называли, но единственный правильный ответ пришел буквально вот недавно. Человек, ну, вероятно, с ником, а может быть и по паспорту так, кто знает, Николас Кейдж, а может быть и настоящий Николас Кейдж, человек такой, сами понимаете. Это был 1825 год, а средняя температура января тогда была минус 22 градуса всего. Мы с вами свяжемся. Вот эти 2 билета обязательно вы получите и сходите в кино, возможно, на свой же фильм с Николасом Кейджем, кто знает. Ну а я с вами прощаюсь. Закончим пятницу традиционной музыкой, а вам желаю отличных выходных.